90% времени человек живет на основе привычек. Я не позволяю авралам Менять график. менять график, потому что я считаю, что Без выходных. без выходных 365 дней в году. 365 дней в году. Каждое утро. Каждое утро. Как строится мой день? Дело в том, что я очень трепетно и четко отношусь к привычкам. Я считаю, что 90% времени человек живет на основе привычек. В чем прелесть привычки? Когда у тебя сформирована привычка, тебе не надо применять силу воли. А я человек абсолютно не волевой. Внутри я знаю, что я лентяй, склонный к полноте и страшный хвосту. Вот это три качества, которые я только начинаю замечать в себе, ростки. Я начинаю бешено с этим бороться. Для меня это какой-то стимул. И, наверное, не невероятный. любишь эти качеств других. Не люблю страшно, и в себе это просто не терплю. Поэтому я, чтобы не применять силу воли, надо же как-то компенсировать. Я Ну, что делаю? автоматизировать, например. Да, я делаю привычки. Поэтому весь день у меня есть профиль дня, у меня есть профиль недели, у меня есть профиль года. Вот возьмем год, например. У меня сразу забиты дни, когда я езжу в экспедиции. В каком сезоне? Весна, осень, лето, в какие экспедиции, куда я путешествую, обязательно забиваю. Летом что делаю, где какие проекты запускаю, когда примерно такой профиль. Если возьмем неделю, например, чтобы далеко не говорить, вот неделя. У меня, например, сейчас стоит план, каждый понедельник, четверг я хожу в парке, отвечаю на вопросы бизнесменов 2 часа 45 минут, в 6:30 утра. Это тоже социальная нагрузка. Да, это тоже социальная нагрузка, но с другой стороны хитрость в том, что я так и так каждый день в 5:30 встаю. С 6:30 до 8:45 я хожу либо бегаю. Сегодня вот 6 километров в гору бегал, 6 километров ходил. Это делаю каждый день, без исключений. Основное правило. Без выходных. Без выходных. 365 дней в году. 365 дней в году. Каждое утро. Каждое утро. Для меня не существует, потому что выходных, я во все дни работаю одинаково. Это кайдзен, равномерное распределение нагрузки. Зато в течение дня у меня профиль дня примерно так. С 5:30 до 10:30 это время мое личное. Вообще до 10 я полчаса оставляю на дорогу. До 10 личное мое время. В это время я занимаюсь только своим телом и совершенствованием себя, плюс эффективностью своей работы. Это 2 часа 45 минут спорт, потом завтрак. После этого я сажусь, у меня кайдзен-час. В этот кайдзен-час я размышляю только над тем, как увеличить свою эффективность. Что оптимизировать, что придумать. В этот час я могу читать книги про эффективность. Что я сделал не так, почему эта проблема ко мне возвращается, почему эти люди ставят каждый раз эти вопросы какие-то и так далее. Можно назвать это временем обучения? Нет, я называю кайдзен-час именно час, посвященный эффективности, своей эффективности. Причем и личной, и по работе. Как оптимизировать, как делегировать, что сделать где-то и так далее. Дальше с 10 до часу дня самое продуктивное, и будем говорить, когда мыслительная энергия на максимуме, я занимаюсь бизнес-вопросами. В это время бизнес-встречи, отчеты, изучение чего-то и так далее, и так далее. Дальше с часу до 2 обед. Я последний месяц живу так, что кушаю всего 2 раза в день и голодаю 6 на 18. Обед, и после обеда только 6 на 18 часов. Да, 6 на 18. 18 голодаю, 6 ем. Ну, по факту получается 5 на 19. После обеда, значит, я занимаюсь только общественными делами до 6 вечера. Только общественные дела, встречи, обсуждения, что угодно, но только общественные дела. Потом у меня с 6 часов до 10 вечера, до 9:30, потому что в 9:30 я уже готовлюсь к сну. С 6 до 9:30 это друзья и семья. Бывает обычно пару раз в неделю я с друзьями ужинаю, либо хожу в кино. Все остальное время семья. Все, и у меня все сферы закрыты. Закрыто мое личное, закрытый бизнес, закрыты общественные дела, закрыты друзья, закрыта семья. И весь день, когда ты так формируешь, это так удобно. Тебе назначают встречу, ты знаешь, что за встреча, пробил по своей по трейлу у меня. Раз это общественная встреча, раз на после обеда. И если говорит человек, нет, мне надо утром, и это не настолько важная встреча, я говорю, нет, лучше на следующий день. Либо если говорит, можно в 6:30 встретиться, я говорю, нет, лучше на следующий день. Если по бизнесу то же самое, я говорю, нет, давай лучше тогда на следующий день. Я не позволяю авралам Менять график. Менять график, потому что я считаю, что важные дела никогда не бывают срочными. А срочные дела никогда не бывают важными. Это закон и кайдзен. И в результате что происходит? Из-за того, что я сформировал привычку,
Привычка, вот я объясню, что такое привычка. Привычка – это такое состояние, при котором тебе комфортнее и легче сделать что-то, чем не сделать. И, например, в какой-то день, если мне скажут, сегодня ты лежи, отдыхай, я в 5:30 все равно проснусь и буду в постели ворочаться и просто ничего не... Вот для меня дискомфорт, я должен выйти на улицу и ходить или бегать. То есть это привычка уже. И мне вот, я позавчера буквально, у меня бешеный день был, я утром полетел в Москву, там вечером 15 тысяч своих доходил, вылетел в час ночи... 15 тысяч шагов. Да, вылетел в час ночи в Алмату, прилетел в 5-10 утра. И я оттуда с аэропорта 15 километров пешком на Абая Достык, туда пришел на утренний завтрак. Заодно потренировался. Да, 15 тысяч, я перевыполнил план, 21 тысячу шагов сделал, с аэропорта пешком пришел, и у нас был завтрак с группой «Вторая молодость», мы каждую пятницу проводим завтрак там.